Привет, меня зовут Василий. Я работаю в Башкирском академическом театре драмы имени Можеда Гафури. Работаю специалистом в отделе рекламы и маркетинга. В свободное время от театральной деятельности, скажем так, я занимаюсь таким видом искусства, как косплей. Это искусство довольно древнее, зародилось, как многие, кто этим увлекается, знают, в Японии. И это изготовление костюма по каким-то уже имеющимся канонам фильма, мультфильма, ну или какой-нибудь другой книжной вселенной. Можно также придумывать костюмы самим, это будет называться оригинал. Все это в Уфе конкретно началось с 2007 года, когда я и еще группа, скажем так, группа лиц по интересам решили устроить своеобразную неделю аниме-показа в кинотеатре «Родина». До уровня нынешних фестивалей он, конечно, не дотягивал, поэтому мы не решились называть его фестивалем, а именно это была неделя аниме-показа. Но там был представлен первый в Уфе косплей в лице меня и еще некоторых индивидуалов. Сейчас искусство косплея шагнуло уже далеко вперед. Есть специальные материалы, Еваформ, Bubble Star, из которого многие косплееры делают совершенно потрясающие костюмы, которые вполне способны поконкурировать с многими голливудскими работами. И, собственно, сегодня я бы хотел представить как раз-таки материал Еваформ, отличный материал для изготовления доспехов, прочего стафа, в частности, вот такой шлем. То, что я сейчас делаю, мой проект на лето, на конец августа, потому что у нас в Уфе уже давно проводится на регулярной основе фестиваль Анимау, и я вот как раз на него хочу сделать очередной костюм космодесантника из вселенной Warhammer 40 тысяч. Делается он следующим образом. Изначально Ева продается рулонами вот такими листами, размерами 1,2 метра. По консистенции Ева больше похожа на спортивный коврик-пенку. С тем исключением, что под воздействием термофена Ева размягчается, становится мягкой, ей можно придавать любую форму, и после этого, когда она застывает, она эту форму держит. Что касается непосредственно самого костюма. Костюм можно делать самому, но в моем случае мне было несколько легче, потому что есть такая программа, которая называется Пипакура. Это программа для развертки любой трехмерной модели. То есть берется какая-то конкретная деталь, в частности даже хотя бы шлем, пропускается через Пипакуру, и Пипакура выдает тебе полную развертку для печати какой-то конкретной детали. В частности, вот это будущий наплечник. Сейчас я как раз распечатал на принтере внешнюю сторону наплечника, вырезал ее уже ножницами и, по крайней мере, как мне легче, двухсторонним скотчем приклеиваю на, собственно, Еву. Потом Ева вырезается канцелярским ножом, она очень хорошо режется, и клеится обычным клеем Момент. По крайней мере, я Момент использую, потому что лично мне нравится, по крайней мере, он прост, удобен в использовании.
Ева тоже режется крайне легко. Вот. Так что канцелярский нож вполне себе подойдет под это дело. После этого, чтобы придать детали более гладкую форму, потому что, ну, сами видите, здесь полно швов, неровностей, ее можно, ну, вернее, не можно, ее нужно прогрунтовать. Я использую обычный столярный клей ПВА. Наносится в несколько слоев, и он вполне себе хорошо скрывает все швы, неровности, прекрасно поддается после того, как высохнет, обработки шкуркой, и потом уже остается, соответственно, финальная часть, покрас, и вполне себе получается хорошее готовое изделие. Вот, например, пистолет. Краски, которые используются под Еву, ну, не только, соответственно, под Еву, я использую простые акриловые краски из баллончика. Они хорошо ложатся, хорошо усваиваются, и, соответственно, приятный цвет, и потом можно хорошо с ними работать. Так, вот сейчас я в данный момент продолжаю наклеивать детали. Соответственно, пипакура, она делает все готовое уже в размер так, чтобы можно было надеть это взрослому человеку. Ну, по крайней мере, на меня эти детали налезают, в общем-то, вполне себе хорошо. Пипакура стоит того, чтобы с ней работать в плане косплея и развертки деталей. Итак, мы уже вырезали нашу деталь, которую я предварительно распечатал и отрисовал на Еве. И сейчас мы занимаемся склейкой всех вот этих многочисленных швов под обработкой термофеном. Клею я обычным клеем Момент обувным. И под действием строительного фена он и хорошо подсушивается. Так, ну, мы продолжаем склеивать нашу деталь. Главное помнить о том, что строительный фен очень горячий. Не обжечься им, не дай бог. Так что технику безопасности никто не отменял. Такие большие детали лучше всего проклеивать по частям, потому что Момент под действием термофена тоже довольно быстро сохнет. И поскольку изделие от нас никуда не убежит, то, соответственно, нужно сначала дать время Моменту схватиться. Работа эта довольно кропотливая, но, как говорится, если ты что-то умеешь делать, то не делай, это бесплатно. Поэтому у меня есть своя клиентская база, и, соответственно, при случае это может и обернуться хорошим денежным заказом. Поэтому это что-то вроде своеобразной подработки для меня еще. Так что это не только мое хобби. Ну и в завершении хочу сказать, что творите, создавайте. Любое творчество имеет место быть. Пока-пока.